Несколько часов назад в столице Ингушетии завершился всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Он проходит по всей стране с 2 по 11 сентября. В рамках мероприятия организаторы провели сразу несколько конкурсов. Не обошлось и без концертной программы, но в завершении фестиваля ненадолго погасили огни башни Согласия. Репортаж Заремы Ивлеевой. Фестивальная волна началась чуть менее недели назад. За это время ее подхватили несколько десятков городов России. Цель акции – привить россиянам культуру бережливого отношения к природе. Здесь же предусмотрена демонстрация современных энергоэффективных технологий. Познакомиться с последним поколением светодиодов в этот вечер можно было и на аллее Крупного. Светодиодные лампы в 10 раз меньше потребляют энергию, чем лампы накаливания. В 5 раз меньше потребляют, чем энергосберегающие. То есть за свет мы сейчас все платим. Это выгодно. Они у них срок службы больше. На все светодиодную технику есть гарантия. Еще у них большой плюс, то, что они утилизация безопасная. То есть экология нашей республики, экология будет лучше. Впрочем, что бесплатно светит только солнце, а за электроэнергию надо платить, знают даже дети. Для школьников организовали конкурс рисунков по тематике. Первое место за оригинальность получили ученицы столичной гимназии «Мария». В правой стороне мы нарисовали сберегательную лампу, а в левой стороне у нас лампа слабая, и он его прогоняет. И он собрал документы и уходит грустным. Идея проведения фестиваля появилась благодаря молодежной инициативе на международном форуме прошлой осенью. Такой необычный фестиваль в России проходит впервые. Но вопреки всему, первый блин не оказался комом. Фестиваль поддержали 72 города России. В Ингушетии основным организатором выступил Республиканский комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики. Это своего рода пропаганда энергосберегающего образа жизни, так как сам фестиваль энергосберегающий. Разумеется, и детей, и взрослых, всех нужно стимулировать именно к сбережению электрической энергии, которая все-таки может оказаться в дефиците. А комитет по делам молодежи в рамках фестиваля организовал квест. Это приключенческая игра, по правилам которой команды-участницы должны найти в своем городе максимальное количество фишек. Был создан аккаунт в Инстаграм, и путем социальных сетей была разослана реклама. Команды подключались, регистрировались, и с 1 сентября был дан старт этому квесту. Первое задание было опубликовано в 6 часов вечера. Командам было на размышление дано 24 часа. Они должны были отгадать эту загадку, найти это место, которое там засекречено, и забрать там фишки, магниты с изображением логотипа фестиваля. И на протяжении недели они ездили по республике, находили эти места, получали эти фишки и собирали баллы. Ответы выкладывали они в своих аккаунтах с хэштегом «Вместе ярче», хэштег «Ингушетия 2016». Некоторые команды представляли свои вузы и СУЗы, другие же создавали группы со своими друзьями. Впрочем, здесь главное не количество участников, а смекалка и находчивость. Фишки находили в очень разных местах, потому что сначала тебе надо было угадать, где эти фишки, и только потом ты находил эти фишки. Лично то, что я забирал фишки, я помню, это мы угадали то, что это башня Согласия, и мне пришлось пойти туда и взять эти фишки. Прочитав немного в интернете, я понял, что такие мероприятия в разных городах проводятся довольно-таки часто, и мы стали не исключением. Думаю, такая традиция будет у нас продолжаться и дальше. Если обычные фестивали завершают яркими салютами и огнями, то на этот раз получилось наоборот. В целях пропаганды экономии электроэнергии организаторы фестиваля на 15 минут потушили огни башни Согласия. Зарема Ивлеева, Ильяс Досхоев. Новости 24.